В гимназии номер 2 появились психолого-педагогические классы. В этом учебном году образовательная организация заключила соглашение о сотрудничестве с Ярославским вузом. В начале октября подписан официальный документ о партнерстве между Министерством образования и науки Коми, отделом образования городской администрации, гимназией номер 2 и Ярославским государственным педагогическим университетом имени Константина Ушинского. Гимназия номер 2 стала второй базой школы Ярославского государственного педагогического университета имени Константина Ушинского. Благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве ученики и сотрудники гимназии получили возможность принимать участие в различных мероприятиях, проводимых при поддержке университета. 3 октября 2023 года было подписано трехстороннее соглашение между Министерством образования Республики Коми, гимназией номер 2 и Ярославским педагогическим университетом имени Ушинского. Почему было подписано это соглашение? Соглашение было подписано в связи с тем, что уже второй год на базе гимназии номер 2 открываются психолого-педагогические классы педагогической направленности. В прошлом году у нас был первый опыт, первый 10 класс, в котором у нас была группа учащихся, которые захотели заниматься именно педагогикой и психологией. В этом году мы набрали второй класс. 10 класс, и вот именно этим детям было решено присвоить имя Константина Дмитриевича Ушинского. Эту идею поддержали и учителя, и родители, и учащиеся. Именно поэтому мы и, скажем так, и подписали это соглашение именно с педагогическим университетом имени также Константина Дмитриевича Ушинского. Это соглашение дает нам возможность участвовать в мероприятиях, которые проводятся на базе университета. Дается педагогам определенная методическая база для развития педагогического и психологического направления. Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского – одно из старейших педагогических высших учебных заведений России. Его история началась в 1908 году. Сегодня это современный научно-методический центр непрерывного педагогического образования федерального значения с развитой инфраструктурой, активный участник культурно-образовательных процессов. В 2007 году университет стал победителем национального проекта в сфере образования и занял 5-е место в официальном рейтинге Министерства образования и науки России среди педагогических и лингвистических вузов страны. В 2010 году на основе рейтинга по среднему баллу ЕГЭ по всем государственным вузам России среди педагогических вузов занял 10-е место. В 2016 году вошел в перечень 67 лучших вузов по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности государственных вузов. Университет многопрофильный, и каждый может выбрать себе определенную сферу деятельности. Также могу отметить, что не только один предмет вы можете изучать, но и быть педагогом дополнительного образования и иметь, допустим, как я, 2 уровня – это история и иностранный язык. Екатерина Андреевна Калякина – бывшая выпускница гимназии номер 2. Со своей будущей профессией она определилась, когда была подростком. После 11 класса поступила в Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского. Закончив его, вернулась в ИНТУ и вот уже 4-й год преподает в среднем звене и старших классах историю и обществознание. Окончила я МБУ гимназию номер 2 в 2015 году, поступила на факультет истории и иностранных языков ЕГПУ имени Константина Дмитриевича Ушинского. Мой выбор был осознанный. К 11 классу я решила, что преподавательская деятельность мне нравится, и на мой выбор именно предметной сферы повлияла Селезнева Ольга Михайловна, потому что предмет история мне близок и очень нравится. В нашей гимназии очень большая традиция, сложившаяся, наверное, вот
сколько нам лет, 30 лет, столько лет этой традиции. У нас учащиеся в старших классах всегда являются помощниками для классных руководителей в начальном звене, в среднем звене. У нас есть день открытых дверей, когда проводятся игры с учащимися, и опять-таки здесь наши старшеклассники помогают, как бы являются тьюторами и помогают, ведут за собой, направляют более младших детей. Все мероприятия, такие как игры, особенно военно-патриотическое призывник, там также наши учащиеся являются тьюторами, помогают командам ходить по станциям и так далее. Когда у нас проводится день самоуправления, опять-таки учащиеся выступают в роли педагогов, наставников, классных руководителей, воспитателей. То есть они все эти роли уже на себе попробовали. И у нас эта традиция идет всегда. И каждый год у нас есть учащиеся, которые поступают в педагогические вузы. И не просто поступают, они заканчивают, и некоторые возвращаются к нам. На данный момент у нас в гимназии есть 2 молодых специалиста, которые закончили гимназию номер 2, поступили в Ярославский педагогический университет, закончили его и вернулись опять-таки к нам, но теперь уже в роли учителей. То есть вот то, о чем мы говорили, трехстороннее соглашение, оно уже работает, оно работало раньше, просто мы сейчас перешли на другой уровень, на другой этап. Мы документально как бы оформили наше сетевое соотношение между этим университетом. Гимназисты активно участвуют в различных конкурсах, научных конференциях и олимпиадах психолого-педагогической направленности. Школьники разрабатывают исследовательские проекты и успешно их защищают. В прошлом году у нас, скажем так, был первый опыт, и 7 учащихся 10 класса прошлого года, психолого-педагогического класса, защитились по направлениям. Направления были очень интересные. То есть это было и преподавание, скажем так, изучение методики преподавания по отдельным предметам. Это были и педагогические особенности военнослужащих изучали. То есть там было очень много направлений. В этом году у нас также 7 учащихся стали изучать психолого-педагогическое направление. Большинство старшеклассников из психолого-педагогических классов хотят стать учителями. При поступлении в педагогические вузы страны выпускники будут иметь льготы. В аттестатах гимназистов будет указано, что они изучали основы психологии и педагогики, а также пройдена практика. После сдачи единых государственных экзаменов абитуриентам начисляются дополнительные баллы.